В 7 российских регионах стартовал первый этап перехода на цифровое эфирное вещание. О том, как и когда это будет происходить в Якутии, расскажет Ольга Башук. Цифровое эфирное телевидение – это начало нового этапа вещания во всем мире. Так называемая цифра пришла на смену аналоговому телевещанию. В 2017 году была завершена федеральная целевая программа, по которой в Республике Саха-Якутия на территории было построено 211 телебашен цифрового вещания. 95%, а это 390 населенных пунктов, у нас охвачены цифровым вещанием. И сейчас у населения, конечно, возникает очень много вопросов, каким образом настроить свой телевизор, чтобы можно было смотреть и цифровые телеканалы, и НВК Саха, Якутия-24 в том числе. Сейчас в Якутии, чтобы смотреть цифровое и аналоговое телевещание, не нужно переключать антенны, рассказывает сотрудник российской телевизионной и радиовещательной сети Николай Николаев. Это касается тех телевизоров, которые не поддерживают стандарт вещания DVB-T2. Для того, чтобы нам подключить и цифровое, и аналоговое телевидение одновременно на одном телевизоре, нам понадобится в первую очередь это всеволновая антенна, которая принимает и дециметровый, и метровый диапазон. Дальше эту антенну мы подключаем к цифровой приставке. На цифровых приставках у нас есть один вход антенный для основной антенны. Ее подключаем сюда. Далее есть дополнительное гнездо. На нем, по крайней мере на этой приставке, так и написано «Выход аналогового ТВ». Сюда мы соединяем специальный переходник, который идет на телевизор, на антенное гнездо телевизора. После того, как мы присоединили это все, мы можем переключаться между аналогом и цифрой, нажимая на кнопку «Input» на пульте телевизора. Так производится переключение между цифрой и аналоговым телевидением. У людей, которые не охвачены цифровым телевещанием, есть возможность смотреть любимые телеканалы через спутниковых операторов. Республика вошла в третий этап отключения аналогового телевещания, то есть 3 июня. С этого времени будут отключены федеральные каналы, но останутся НВК Саха и Якутия-24. Поэтому, приобретая цифровую приставку, нужно обязательно убедиться, что она будет принимать и цифровое, и аналоговое вещание. Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск.